Канат Исаев стал первым депутатом 6-го созыва, попавшим в поле зрения прокуратуры. Деятельность парламентария в его бытность на посту мэра Токмака стала предметом изучения следователей случайно. Как выяснилось, предыдущее расследование по подозрению в коррупции было необоснованно приостановлено. Рабочей группой в ходе проверки приостановленных и прекращенных уголовных дел, находящиеся в производстве следственного отдела прокуратуры Чуйской области, выявлены необоснованно приостановленные и прекращенные производством уголовные дела. По результатам проверки вышеуказанные необоснованно принятые решения по уголовным делам были отменены. В том числе по уголовным делам, возбужденным по факту совершения должностных и коррупционных преступлений отдельными должностными лицами мэрии города Токмак. В настоящее время по данным уголовным делам ведется следствие. Предыдущая проверка Исаева проводилась после революции 2010 года. Тогда у следователей были подозрения, что парламентарий в должности градоначальника мог торговать муниципальной собственностью. Возбудили даже 2 дела, но позже их приостановили. Коллеги Исаева по фракции обещают теперь внимательно отслеживать ход следствия и, если потребуется, встать на защиту коллеги. Канат Кедикханович – это наш коллега. Его сейчас проверка, его виновность, невиновность только будет решать суд. Сейчас идет следственное мероприятие, как говорится. Поэтому мы всегда будем защищать свою коллегу. А виновный, невиновный, это будет решать суд. А вот остальные коллеги по законотворчеству и по совместительству партнеры по коалиции большинства говорят, что если вина парламентария будет доказана, они готовы дать согласие на привлечение его к ответственности. Защищать Исаева готовы только если будут выявлены факты политических гонений. Прокуратура пока не обращалась к нам. Если обратиться, то мы посмотрим. Мы еще не знаем, по какой статье возбуждено дело. У нас есть полномочия контролировать исполнение закона. Если будут политические преследования, мы будем защищать депутата. Если его права будут нарушаться, у него есть микрофон. Ни один госслужащий не должен надеяться, что удастся избежать наказания. Перед законом все равны. Будет ли прокуратура обращаться к депутатам с просьбой о даче согласия на привлечение законодателя к ответственности, неизвестно. Сейчас следствие еще не закончено. Однако, если надзорный орган все же предъявит Исаеву обвинение в коррупции, разрешение парламента на его задержание не потребуется. В прошлом парламентском созыве уже были похожие прецеденты. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.